Стать источником электрической энергии может все что угодно. Это наглядно демонстрирует открывшаяся в Якутске третья выставка альтернативных источников энергии. Дизельные генераторы, солнечные батареи, ветряки. На эти приборы можно не только посмотреть, но и попробовать их в действии. Здесь представлено оборудование, которое было произведено и которое работало у нас еще с советских времен. Вот, предположим, здесь стоит трансформатор, изготовленный в 1957 году. Их еще несколько у нас эксплуатируется, то есть эксплуатируется уже более, практически 60 лет. Вот. Плюс вот здесь тоже самое представлен дизель-генератор производства Барнаульского завода. То же самое, до сих пор у нас еще их эксплуатируется порядка 60 единиц. Дальше здесь представлены солнечные станции и портативные солнечные станции. Можно с помощью их, предположим, вскипятить чайник, посмотреть, так сказать, телевизор, зарядить ноутбук и так далее. Вот мощностью 1 киловатт. И дальше станции мощностью 5 киловатт. Хитом выставки стали велосипеды, оснащенные динамо-машинами. Представлены динамо-машины в форме велосипедов. Их чем быстрее, так сказать, крутишь, тем больше освещается вот этот вот стенд, эмблема РАО. Проверить это не преминули присутствовавшие на открытии мероприятия чиновники и журналисты. Несмотря на дождь, они увлеченно крутили педали, но энергии хватило только на то, чтобы зажечь велосипедную фару. Работу экспонатов проверил и лично глава Якутии Егор Борисов. Когда может? Это не только для одного велосипеда. В целом энергообеспечивается целая территория. Да, совершенно верно. Алтайский, вы знаете. А это современная технология, как это выглядит сейчас? Это чей телевизор? Это китайский, Китайский, к сожалению, да. Очень китайский. похоже на наш. Похож, да. Запустите 2 секундочки. И генератор, который позволяет работать параллельно несколько дизелям, а тут работает только на одну фазу. Выступая перед участниками пленарного заседания Третьей международной конференции о развитии возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке, глава Якутии подчеркнул, что всегда уделяет внимание таким проектам и попросил все предложения, которые есть у участников конференции, обязательно передать ему для ознакомления. Галина Мазалевская, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСИА.